Друзья, всем привет! Прошу прощения, у нас сегодня ветер. И первый красавчик, которого мы сегодня покажем, это у нас вот такой вот Crown гибрид Royal Salon. Вот такой вот интересный экземпляр. Пушка-бомба машина. Пушка-бомба, серьезно. Очень хорошая, богатая комплектация. Экономичный по бензину, безумно экономичный. Ну, выглядит, я считаю, он превосходно, этот аппарат. Сейчас еще раз кадрик такой сделаем. По мне очень красивая машина, смотрится шикарно. Так, давайте заглянем внутрь. Заглянем внутрь и посмотрим, что же у нас там предложено. Так, вот садимся. Ну, во-первых, посмотрите, естественно, это электросиденье, полный электропакет, бесключевой доступ, кнопка старт, мультируль, вентилируемые сиденья, что очень важно, что очень помогает в теплых странах. Итак, садимся. Закрываем дверь, посмотрите. Вот здесь вот прям на дисплейчике, блин, отсвечивает. А вообще здесь много интересного появляется. Сейчас посмотрим. Музыка здесь очень приятная. Вот. Такое приветствие. И теперь заводим. Машинка завелась. И сразу же я почувствовал обдув в спину. То есть кресла перфорированные. Пошла работа с сплит-системой, кондиционирование. Вот в этих вот отверстиях, соответственно, дует холодный воздух. Это очень приятно, то есть помимо того, что на тебя дует, так потише сейчас сделаем. Сейчас, ребята, вот так мы сделаем, вентилятор потише. Помимо того, что здесь шикарный кондиционер в принципе, то и обдув сидений, это тоже очень круто. То есть здесь можно вот их регулировать. То есть можно делать обогрев сидений, да, и можно, соответственно, сделать охлаждение сидений. Очень-очень это приятно. Здесь как под карбон, не знаю, как называется этот материал. Все очень так стильно, динамично сделано. Здесь вставочки, здесь вот такие вот вставочки. Очень-очень круто. Естественно, круиз-контроль. Но машина такая кушает, по-моему, в районе там 8 литров примерно, при том, что у нее достаточно лошадиных сил. Все это я приложу в описании к ролику. Вы это увидите на экране. Ну, в районе, по-моему, это 2,5 литра у нас. Плюс гибридная установка на 105 киловатт, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, я подправлюсь, если что. Здесь у нас, как в старых краунах, посмотрите, двигающиеся лопасти, соответственно, кондиционера. То есть можно сделать так, чтобы они двигались. Ну, все очень круто, машинка работает, как бы вот можно вот все, поехать. Включил скорость, задняя камера, сзади машина. Включил переднюю скорость, поехал вперед. То есть все очень просто, комфортно, приятно, чувствовать себя здесь прям можно по-царски. Здесь у нас двигающиеся задние сиденья. То есть можно их вперед немножко подвинуть, и шторка, которая открывается, закрывается. Продемонстрирую так вот. Шторка и сиденье, если будет видно. Вот они двигаются вперед максимально. Все. Кайф. Машинка кайф. Давайте заглянем сзади, посмотрим, какой там подлокотник. Ну вот я сел сзади, кстати, при условии того, что сидушку заднюю я максимально отодвинул назад. Точнее, переднюю сидушку отодвинул назад максимально. В принципе, вот я могу даже коленки выставить. Сейчас мы откроем подлокотник, оп, и отодвинемся опять назад, и у нас станет немножечко больше места. Вот так вот этой кнопочкой. То есть спинка откинулась. Давайте вот на этой продемонстрирую. Вот она, как видите, двигается. Оп. Но это круто. Это опять же очень круто. Здесь перфорации, кстати говоря, нету. И здесь у нас есть лишь подогрев сидений. Ну, для зада, конечно, это жирно, чтобы была перфорация. У нас здесь есть подогрев, двигающаяся спинка. Шторку можно открыть, закрыть. Ну и управление музыкой. Ну, здесь у нас просто
Такая вот хранилочка. Какая-то корейская штука, ой, корейская, японская штука. Ну, кстати, немаловажная вещь. Прикуриватель. Очень комфортно сидеть. Здесь, кстати, сверху подсветка салона есть. Ну и климат задний. Очень круто. Если хотите, можно, если вам мешает, отодвинуть переднее кресло. Вот так вот. Классные кармашки, кстати, здесь выполнены очень приятно. Они здесь, этот не открывается, открывается только передние. Сзади места, в принципе, достаточно. Если вот эту переднюю сиденье отодвинуть, то в машине очень комфортно. Кстати, двери закрываются прям как в Цельсиоре, так монолитно, крепко, все такое сбитое. Давайте я вам вид покажу. Так, дальше хочу вам показать жирную Маджесту. Очень она, в принципе, красивая. Ну, Маджеста есть Маджеста, да. Диски, не знаю, на любителя. В принципе, такие строгие, интересные, что-то в них есть. Мне здесь понравилось задний ряд. К сожалению, она не заводится, сел аккумулятор. Вот, мы сядем сзади и посмотрим подлокотник. В Маджесте я такого подлокотника давно не встречал. Обратите внимание, здесь также двигающиеся сиденья, подогрев сиденья. Управление климатом отдельное, да, то есть у нас, обратите внимание, что вот здесь даже есть воздуховоды, помимо тех, что есть и внизу. Вот. Ну и управление музыкой, плюс шторка. Обязательное условие — это шторка, конечно. И также есть холодильник. Вот. То есть такая Маджеста комплектации, как Цельсиор. Впереди подогрев сидений, без охлаждения. Мультируль, круиз-контроль, бесключевой доступ, естественно, электросиденье, электроруль, память сидений тоже, 3 настройки присутствуют. Ну, то есть по электрике максимум все то, что, наверное, можно сделать. Все здесь есть. И, кстати, панель более-менее целая, даже особо сильно ничего не отклеилось. Вот. Даже есть ионизатор воздуха. Обычно в марках он присутствует очень часто. Классная Маджеста. Кстати, даже есть шторочки. Вот такие вот. Оп. Зацепил. И, в принципе, тонироваться не надо. Ну, в общем, суть вы поняли. Тонировка не нужна. Классно. Кожа мне очень нравится на них. Настолько она качественная, хорошая кожа. То есть вот машине уже, наверное, лет 15 примерно. Посмотрите на это состояние. Она такая плотная, крепкая. Здесь все так, опять же, сбито, монолитно. Оп, закрылись. Все круто. Тихо в машине становится, никого не слышно. Так вот, некоторые Маджесты бывают комплектации, как вот прям Цельсиор. Вот. Не то, что даже комплектации, да, но и собранные как-то, сбито, монолитно. То есть Цельсиоры, они все такие. А вот иногда Крауны, Маджесты бывают, они такие немножечко помягче, что ли, так можно сказать. Но вот эти вот конкретные экземпляры, предыдущие белые гибриды и вот эта Маджеста, они прям такие лютые, сбитые, крепкие. Такая вот она на хромированной решетке. Очень много у нее хром-пакета присутствует и по дверям, и по бамперам. Богато смотрится достаточно. Диски, полагаю, это какие-то хорошие. Резина вообще бомба. Резины много, она свежая. Что это за фирма? Что за название? Eagle, не знаю, что за резина. Ну, наверное, хорошая. Made in Japan, по крайней мере, написано. Значит, хорошо. Этого достаточно, да, ребят, чтобы была надпись Made in Japan, в принципе, значит, сделана бомба. Ну, вот такой вот у меня. Далее у нас Crown, тоже такое же поколение, это же кузов, как и гибридный, только это не гибрид, это именно атлет, просто 200-й кузов. Черный, вот такой красавец. Сейчас мы заглянем внутрь, посмотрим его тоже. Кстати, вот можете сравнить по решеткам, да, отличия по фарам немножечко есть. Есть отличия, но в принципе, наверное, кстати, не гибрид, даже симпатичнее, как-то злее смотрится, особенно вот это вот соты решетки радиатора, очень круто.
Сядем. Здесь тоже перфорация. Запах очень крутой. Блин, у них пахучки у японцев такие приятные. Так, мы нажали кнопку старт. Послушали. Здесь немножечко другая, по-моему, музыка, да? Ну и теперь заведем. Вот он. Краун не гибрид. Вентиляция сидений также включена. Так, кондиционер включу. А то как-то жарко. Так, а где у нас температура? Вот она. Сделаем максимально свежо. Ну, в общем, вот так. Что могу сказать? В принципе, очень похож по комплектации. Да, сзади все то же самое, как и на том гибриде. Здесь также двигающиеся сиденья вперед-назад. То есть вот они пошли вперед. Вот они пошли назад. Шторка. Да, шторка. Ну и подогрев, соответственно, вот подстаканники. Кстати, кто, может, не заметил, они, да, спрятаны. Тут очень тоже грамотно придумано, очень круто. Отделка, обратите внимание, какие вот у них отделки классные. Пошли в 200-м кузове, но очень так приятный пластик, такой красивый. Ну, мне нравится, честно. Подлокотник классный. Обширный, я бы сказал. Такой двухсторонний, да, как видите. То есть можно здесь открыть, можно здесь открыть. Вот так он двигается, не помню. Нет, он, по-моему, не, да, он не двигается, ему некуда двигаться. Подлокотник у нас не двигается. Ну, в принципе, по сути, похоже, все то же самое. Да, ну вот за исключением, что такое, какая-то странная антенка какая-то. Здесь дополнительный ключ. Здесь у нас пепельница. Здесь, в принципе, все то же самое. Мультируль, круиз-контроль. Ну, здесь можно погазовать. То есть это у нас бензин. Ну, звук, конечно, блин, у этой машины шикарный. Скорее всего, это 3 или 3.5 мотор, да, потому что, судя по звуку, очень-очень круто. Тачка бодрая, тут не поспоришь никак. Давайте еще немножечко внешнего вида вам покажу. Вид сзади. Сверху. Сзади очень комфортно, приятно сидеть. Чувствуешь себя в безопасности действительно в этой машине. Дорого-богато, как говорится.